В прямом эфире «Чеченской вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 17 июня? Социальный проект. Как одна из приоритетных территорий развития города, которая была включена в мастер-план, мы начали реализовать эту территорию. В Грозном возводят 75 таунхаусов для нуждающихся и семей участников СВО. Кузница Побед. Здесь созданы все условия для высококлассного тренировочного процесса. Как готовят будущих чемпионов в Курчалоевской школе Олимпийского резерва. Прекрасная Сумна. الله ده تصدق ملة شو مدرسة قبل دولة ده الكل شو قسم ونقش يقوم أن بركة دول. Фонд Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Начнем выпуск со сводок зоны СВО. На Харьковском направлении успешно действуют бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны совместно с сотрудниками отдела МВД по Курчалоевскому району и другими российскими подразделениями. Как сообщил в своих соцсетях Рамзан Кадыров, на этот раз под удар попала живая сила ВСУ в лесопосадках. Вражеское укрытие в лесополосе точно поражено FPV-дроном. После в районе частной застройки наши операторы БПЛА уничтожили спрятанный в гараже автомобиль противника, а также нейтрализовали несколько боевиков, засевших в одноэтажном строении. Заместитель председателя правительства, министра по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров встретился с принцем Турки бен Мухаммедом Аль-Саудом. Во встрече также приняли участие Али, Адам и Хамзат Кадыровы. Ахмат Рамзанович передал письмо от главы Чеченской республики, адресованное наследному принцу королевства Саудовской Аравии. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления дружественных связей, развития сотрудничества и взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Продуктовые наборы распределили нуждающимся семьям во всех муниципалитетах. Слова признательности за поддержку звучали от каждого. Об акции добра Лимда Джамалдинова. Эти кадры давно стали привычными для жителей республики. Колонны грузовиков доставили продовольствие во все районы региона. Главная цель – оказать помощь каждому, кто в этом нуждается. В списках получателей остро нуждающиеся, семьи участников СВО, люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые граждане. Продуктовые наборы волонтеры доставляют прямо к порогу даже в самые отдаленные горные районы региона. İşte ailemnağa kelşe dolaşanağın şortu ve negarit ansa Allah dağıtsın şortu partu yürü Allah vesalo dağıl ve muhk ve mehk adiyas lukam ve mehkna aman acı üçte dağıl duka babul Allah dağıtsa degmele çu medresa qobul dağıl dağıl kelşe qastin ve nahşi qomanna berkete dağıl 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 berkete dağıl özünden. Dağıl sağı yölha ومحكي أمانة ديرة دال ساعة جنديز ديرة ساعة لها دال ساعة لها بزين دال رمزا هجين دير أحمد هجين دير أبو ساعة بزين دال أماني دال ساعة Всего в рамках очередной акции людям передадут 42 тысячи кур и 126 тысяч свежего хлеба по 3 на каждую семью. Dal obal sādu mellerin tīra derīs hulšundāk karna dal šī dādal ašmel deštega. Dal sādu il, obal sādu il. Šun
Подобные благотворительные акции регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова давно стали регулярными. Жители Чеченской Республики знают, что ни одна семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, не останется без внимания и поддержки. Лимда Джамалдинова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном возводит 75 современных таунхаусов. На прилегающей территории обустроят уютные зоны отдыха, а в шаговой доступности будет находиться школа и детский сад. Самое главное, новое жилье предназначено для тех, кто нуждается в поддержке сильнее всего, для малоимущих семей и семей участников СВО. Репортаж Рабят Гайтиевой. Буквально несколько месяцев назад в Исаитовском районе столицы республики открыли 200 таунхаусов для малоимущих семей и переселенцев из аварийного жилья. Современные дома со всеми удобствами, благоустроенные дворы и развитая инфраструктура стали для горожан началом новой жизни. А уже сегодня в этом же районе строится еще 75 новых домов. Категория заселения данного объекта – малоимущие семьи и семьи участников специальной военной операции. Возведение таунхаусов осуществляется по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На огромной территории реализуются уникальные такие проекты, их называют таунхаусы. Это как бы своего рода двухэтажные квартиры, которые соединены друг с другом, расположены рядом. В одном блоке у нас получается 7 или 8 квартир. И как одна из приоритетных территорий развития города, которая была включена в мастер-план, мы начали реализовать эту территорию. Проекты этих таунхаусов разрабатывались Институтом развития города Грозного. Каждый таунхаус рассчитан на полноценное комфортное проживание. В домах предусмотрены 2 спальни, детская комната и просторный зал. Рядом с жилым комплексом возводится детский сад, школа и современный спортивный комплекс. Работы ведутся ежедневно, несколько смен. Задействовано свыше 200 строителей и около 10 единиц спецтехники. По словам строителей, все идет согласно намеченному плану. Ввести таунхаусы в эксплуатацию планируют уже в августе текущего года. Объект стоит на личном контроле у руководства региона. Глава республики регулярно проводит инспекции на данном участке и интересуется реализацией проекта, уделяя особое внимание качеству выполняемых работ. Рабят Гайтиева, Адлан Хусаинов, Саид Селим Ампукаев. Вести, Чеченская Республика. Расчистка дорожного полотна, укрепление откосов и стабилизация грунта на поврежденном оползнем участке федеральной автодороги Р-217 Кавказ Блестела-Ярыш-Марды активными темпами идут восстановительные работы. О том, когда трассу вновь откроют, в репортаже Лимды Джамалдиновой. Основной объем расчистки уже выполнен. Сейчас специалисты сосредоточены на укреплении склона и подготовке основания дороги к последующей укладке асфальтобетонного покрытия. Последствия стихии практически устранены. Рабочие срезали часть склона. На месте схода оползня выполнена отсыпка и укрепление участка. После завершения всех работ дорога станет намного безопаснее для автомобилистов. Такие меры необходимы для безопасной эксплуатации дороги и защиты от возможных последствий непогоды в будущем. Участок трассы Р-217 очень востребован, а потому рабочие трудятся круглосуточно, чтобы никакой процесс не затягивался. Все будет восстановлено еще в лучшем виде. В Шатойском районе во время ЧАЭС повреждения получили 2 дороги. Одна из них полностью восстановлена. На этой работы в активной фазе. Полотно будет перенесено подальше от края, чтобы предотвратить обвалы и камнепад. Пока движение здесь ограничено, транспорт направляется по объездным маршрутам. Получается федеральная дорога, которая соединяет 3 района, соответственно, Шатойский, Шаройский, Тумкалинский, туристический маршрут, значимый участок дороги. Темпы строительства высокие, ведется работа
с утра до вечера, не покладая рук, спецтехника, вся необходимая тоже здесь и есть. Надеемся, что в скором времени завершится работа. После завершения укрепительных работ дорожники приступят к укладке асфальта. Затем участок будет готов к возобновлению движения в штатном режиме. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В избирательной комиссии представили брендбук и логотип информационно-разъяснительной кампании к выборам главы республики и депутатов парламента 6-го созыва. Единый визуальный стиль будет использоваться в печатных материалах, наружной рекламе, цифровых ресурсах и сувенирной продукции. В основе графического решения силуэты мечети сердца Чечни и самой высокой горы Тебул-Самта, символизирующие духовные ценности, богатое наследие и природную силу. Центральным элементом композиции стало число 2026. Фирменная палитра включает синие, зеленые и красные цвета, отражающие стабильность, развитие и значимость события. Материалы подготовлены на русском и чеченском языках. Выборы будут назначены в ближайшее время для того, чтобы максимально подойти ответственным к информированию выборов, можно сказать, рекламированию выборов, для того, чтобы наши участники избирательного процесса узнали о предстоящих выборах. Мы подготовили специальные брендбуки. Брендбук на выборах главы и брендбук на выборах депутатов парламента. Такой подход это соответствует современным вызовам общества, потому что на выборах, на федеральных выборах бывает свой логотип, и на региональных выборах, на очень важных для нашей республики, мы должны показать именно логотип каждой избирательной кампании и визуальное решение рекламы этих кампаний. В Курчалоевской школе Олимпийского резерва воспитывают будущих звезд спорта. Ежедневно в секции вольной борьбы тренируются десятки ребят. Сила воли, безупречная техника и железный характер – все это закладывается с самых юных лет. Благодаря наставничеству опытных тренеров молодые таланты уверенно идут навстречу высоким пьедесталам. Репортаж Ахмеда Рамазанова. Обладатель многочисленных наград и действующий серебряный призер чемпионата Европы. Такими достижениями обладает Ахмед Батаев, который занимается вольной борьбой с раннего детства. Свой путь он начал в спортивной школе Курчалоевского района. На данный момент мужчина готовится к главным международным стартам – чемпионату мира. У меня карьера началась, я в Хасавюрте тренировался, в школе братья Сайтиевых, сейчас переименовали, братья Ирбайхановых, там тренировался, и здесь я тренировался. С 12 лет тренируюсь, выступаю на международных аренах, готовимся на чемпионат мира. Сейчас в октябре чемпионат мира будет у нас, туда готовимся. Подготовка проходит отлично. Как видишь, в Курчалове тренируемся, хорошие спарринг-партнеры. Тренировка очень тоже хорошая такая. Вот видишь, как знаешь, по Европе во многих местах бываю, но часто большинство сборы провожу у себя дома, в Чечне, в Курчалове, в Грозном. Ну, основной акцент мы здесь бываем с ребятами. Так все идеально, как знаешь, условия самые хорошие у нас. Мы везде бывали. Спортивная школа основана в 1996 году. В 2004 было построено само здание. И сегодня его масштабы становятся шире чуть ли не с каждым днем. Благодаря достижениям воспитанников, учреждение в 2018 году получило статус школы Олимпийского резерва. Вольная борьба, бокс, результат. Победители, юноши, первенство мира, Европы, так масях международных тренировок, что выполнить результат, что швел. Условия, шаг условия, что козак, стадион, что так кроссворд, метк, что так что баба, законный тренер, что так в школе, где-то 8 тренер, заслуженный тренер Чеченской Республики был, так душевые, спорная, все есть, только Вахид работает здесь с момента открытия. Помимо директора, мужчина является еще и опытным тренером. Благодаря его руководству и работе коллег каждый год школа выпускает новых победителей, занимающих спортивные высоты. Для обучения новичков основная цель занять парю, чтобы они ходили азы счета на амойлиш. НП группы счета и уже более там ВСМ, СС группа, это уже там кандидаты, мастера спорта России и мастера спорта международного класса. Сега уже сборы, выездные соревнования, участие в чемпионатах, первенства России,
СКО, уже разными школы, борт получается совместно сбор, схватку, выезжаем в Грозный, Хасюрт на контрольные схватки. Что более уровень, алмели люцана, лимали алсам еще, зарбо алсам бешбук. В школе всего 5 тренировочных смен, 2 утром и 3 вечером. Сборная команда тренируется ежедневно, а остальные через день. Такой график позволяет ученикам сохранить баланс между тренировочными нагрузками и восстановлением после них. Просторный зал площадью 500 квадратных метров рассчитан на одновременные тренировки до 75 спортсменов. Здесь созданы все условия для высококлассного тренировочного процесса. Оборудована зона борцовских ковров и выделен сектор для общей физической подготовки. Каждая тренировка направлена на победу в соревнованиях. Они проходят каждые 3 месяца. Среди спортсменов те, кто имеет за плечами немало серьезных наград. Магомед Эми Альтамиров входит в их число. Парню 22 года. Спортом занимается давно, 13 лет. Несмотря на столь юный возраст, Магомед Эми с каждым годом занимает первые места и на спортивном пьедестале. На данный момент он тоже готовится к чемпионату мира до 23 лет. Тренировок штыки, тренер штык план утягаяхтан, өрин, сөрин, подготовил, дайвечу. Ара, кросс, среда, суббот, кросс, качка, на физику, на выносливость, масуа, бабушку. Спортивная школа Курчеловского района давно стала настоящей кузницей чемпионов, где закаляется характер и куются новые победы для всей страны. Глядя на успехи старших товарищей, юные борцы тренируются, не покладая рук. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Чеченские спортсмены успешно выступили на международном турнире по тхэквондо «Жемчужина Кыргызстана». В составе сборной России и Чеченскую Республику представляли 7 спортсменов. По итогам соревнований наши тхэквондисты завоевали 4 золота, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Триумф стал очередным подтверждением высокого уровня развития спорта в регионе и результатом системной работы тренерского штаба по подготовке атлетов к международным соревнованиям. Сборща чодик дайдар, алхамдулилlah. Сборща кмал дадан. Дик результаты. Адяхки. Дик подготовиться надо, казана кирна сборер. Дик подготовиться надо. Самый сложный бой. Финалер. Второй бой. Дик таирза, алхамдулилlah. В Грозном чествовали победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В торжественной церемонии принял участие мэр города Хасмагомед Кадыров. Абсолютной победительницей заключительного этапа олимпиады по французскому языку стала ученица 7-й гимназии Марьяна Белинская. Призерами всероссийского этапа также стали представители 1-й математической школы Мохмад Байтимаев и ученица 11-й школы Саада Азимова. Отличившиеся учащиеся, их наставники и руководители образовательных организаций, отмеченные наградами и денежными поощрениями от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.